Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В Якутске организован штаб добровольцев по борьбе с лесными пожарами. Первая группа вернулась из горного района. Специалисты прогнозируют недобор по плану заготовки сена в этом сезоне. Как планируют решать проблему? Акушерское отделение Якутской городской клинической больницы сегодня проводило ветеранов труда на заслуженный отдых. Глава республики посетил село Кюреля горного района, где сейчас действует крупный лесной пожар. Айса Николаев отметил, что сегодня основные силы брошены на борьбу с двумя пожарами в районе села Магарасы. Он отметил, что в этом направлении уже достигнуты серьезные успехи и выразил надежду, что как минимум один из них будет локализован до конца этой недели. Сейчас началась опашка и встречный отжиг. Из-за этого в Якутске наблюдается задымление. После отжига один из самых крупных пожаров, действующий в наибольшей близости к городу, будет локализован, а впоследствии и ликвидирован. План кампании, который был выстроен на эту неделю, весь выполнен. Сейчас отжиг уже начался, серьезный так, по нескольким направлениям. И уже можно сказать, что в сторону Асама практически огонь уже остановлен. Сейчас там идет уже постепенная его локализация. В Кюрелях вот сегодня-завтра будут большие работы проводиться. И мы надеемся, что здесь тоже будет такой перелом достигнут. Ну и после этого уже со вчерашнего дня определенные силы начали передислокацию в сторону Бескуля, чтобы и там уже огонь остановить его продвижение. Здесь, еще раз говорю, самые такие у нас большие, серьезные пожары, которые здесь уже свыше месяца действуют. Тем временем в Намском Улусе сегодня работал прокурор республики Максим Попов. Цель визита – ознакомление с тушением лесных пожаров. С начала пожароопасного сезона в Намском районе зафиксирован 21 лесной пожар на общей площади более 2500 гектаров. К тушению привлекались 485 человек и 100 технических средств. На сегодня в Улусе действуют 2 лесных пожара. На территории Хонгор-Бие проводят встречный отжиг и окарауливание. В Мадутском наследии идет опашка. По итогам совещания районной комиссии прокурор республики дал поручение усилить координацию сил и средств, а также привлекать к работе добровольцев. По итогам КЧС отметили, что районный штаб работает оперативно, оперативность очень высокая, приняты большие меры по стабилизации обстановки и по оперативному тушению в течение первых 3 суток возникших пожаров. А всего за сутки в регионе ликвидированы 3 лесных пожара. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Садовников. Он также отметил, что было локализовано 16 возгораний. С огнем борьбу ведет более 2000 человек. Весомый вклад в тушение пожара вносит авиация. Так, за минувшие сутки выполнено 43 вылета, в ходе которых сброшено 308 тонн воды. Свою работу продолжает добровольческий штаб по борьбе с лесными пожарами в Якутии. Организация была основана в начале текущей недели предпринимателями и активными гражданами. Штаб занимается сбором денежных средств, продуктов питания и инвентаря, необходимого для пожаротушения. Помимо этого набирает и готовит добровольцев. Перед отправкой для огнеборцев проводят подробный инструктаж по тушению пожаров и оказанию первой медицинской помощи. На сегодняшний день с огнем борются более 80 человек, направленных из штаба добровольцев. Штаб на сегодняшний день организован именно в том виде, в каком он должен быть. Это систематизация работы, это волонтеры, это люди, которые знают, что нужно делать и с каким вопросом, куда подходить. У нас уже все систематизировано. У нас есть довольно-таки теперь оснащенный склад, где каждый доброволец, пришедший сюда, может получить обмундирование, получить все то, что необходимо для тушения пожара. Между тем, первая группа добровольцев, отправленная на тушение пожаров в горный район, вернулась в Якутск. Всего штаб отправил 12 человек. Сегодня в столицу прибыли последние члены группы. Усилиями мужчин удалось отстоять село Магарас, огонь к которому приблизился вплотную. Однако, по словам огнеборцев, на месте все еще требуется контроль. В первую очередь не хватает людей, техники и провизии. Как признаются прибывшие в Якутск добровольцы, после короткого отдыха они снова уедут в районы на борьбу с огнем. Наша группа стала как семья.
Наша команда настолько сблизилась, что, наверное, мы поедем сейчас, через пару дней, как отдохнем, чуть-чуть придем в себя. И это реально настолько сплачивает, особенно вот взрослых людей. Это действительно очень важно. И я советую всем молодым людям поехать, сделать максимально возможное, чтобы спасти и помочь. Специалисты прогнозируют недобор по плану заготовки сена в этом году. Так, на сенокосную кампанию в текущем году Минсельхоз Республики обозначил план в 457 тысяч тонн. Однако достигнуть возможно лишь 79% от него. Связано это с засушливым летом и пожарами. Так, в 6 районах республики сгорело 464 тонны прошлогоднего сена. Подсчитываются убытки. А тем временем Министерство сельского хозяйства республики ведет переговоры с Магаданской и Амурской областью, а также с Забайкальским краем по поставкам дополнительных заготовок в республику. Всего ожидается помощь примерно на 22 тысячи тонн сена. Снижение, да, в основном из-за пожаров, из-за засухи. Самый низкий прогноз у Тампонского района, у Салданского района большая нехватка будет, около 17 тысяч тонн. Также Аймерконский район. И Вилюйская группа улусов – это Нюрбинский и Сунтарский. Реализацию нацпроектов по итогам первого полугодия рассмотрел глава Якутии. Отмечено, что в этом году динамика показателей выше аналогичного периода прошлого года. На реализацию национальных проектов в Якутии в 2021 году предусмотрено почти 45 миллиардов рублей. По плану должны заключить 2800 контрактов. От этой цифры заключено 78%. А.С. Николаев поручил вице-премьерам, курирующим реализацию нацпроектов, проблемные вопросы держать на особом контроле. Особенно это касается контрактации и своевременного проведения конкурсных процедур. Сейчас к эпидобстановке еще 105 человек заразились коронавирусом в Якутии за сутки, сообщает Оперштаб. Из них 55 в Якутске. В Мирнинском районе 9 случаев, в Вилюйском 6, по 5 заражений в Алданском и Нюрюнгринском районах, по 4 в Ленском и Мегино-Кангаласском, по 3 в Амгинском, Намском и Усть-Алданском районах. Еще в 7 районах республики выявили от 1 до 2 случаев. Что касается вакцинации, всего использовано более 90% от общего объема вакцин. За текущую неделю в Амгинском районе выявлены 7 заражений коронавирусом. Вакцинация продолжается. На сегодняшний день первый компонент получили 3378 человек, второй – 2733 человека. Как отмечают врачи, темпы вакцинации снизились. В связи с этим медики призывают население активнее идти за прививкой. На сегодня у нас в стационаре проходит 9 пациентов, из них 1 ребенок, год и 6 месяцев, но он ждет контрольного анализа, ребенок стабильный. Амбулаторно проходит 28 пациентов, из них 11 детей и старше 60 лет 1 человек. Проходит лечение, все стабильные. Сбор 200 тысяч подписей в поддержку присвоения Алдану звания «Город трудовой доблести» продолжается в республике. Напомним, в марте прошлого года Владимир Путин подписал закон о присвоении городам России почетного звания с целью увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной. В 40-е годы прошлого века из Алданского района на фронт призвали почти 12 тысяч человек. Из них 24 стали героями Советского Союза. 7 алданцев были удостоены этого высокого звания за подвиги на полях сражений. А в 75-летие Победы на Аллее Славы открыли их бронзовые бюсты. Проголосовать в поддержку Алдана можно на сайте трудовойалдан.ру. Город Алдан подал заявку на участие «Город трудовой доблести». Мы, жители Чачунского наслега, поддерживаем город Алдан и призываем всех принять активное участие в народном голосовании. Акушерское отделение Якутской городской клинической больницы сегодня проводило ветеранов труда на заслуженный отдых. За годы работы технологии и медицинские манипуляции там были отточены до высочайшего уровня, а коллектив получил множество наград за свой профессионализм. О ветеранах труда перинатального центра более подробно в материале Надежды Саханской.
Сегодня акушеры перинатального центра провожают своих коллег-ветеранов на заслуженный отдых. Десятки лет, проведенные здесь на службе, прошли не зря. Перинатальный центр – высшее звено этапа медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным. С момента обращения или приезда сюда пациенты находятся в надежных руках профессионалов, которые бережно относятся к каждому поступившему. Екатерина Завьялова проработала здесь 35 лет и до сих пор вспоминает с теплотой свои рабочие будни. Я работала как бы хозяйственником, чтобы было в роддоме всегда достаточно пеленок, операционного белья, потому что я работала одна на весь роддом. И операционный блок, и патология, все была я одна. И как-то даже дома успеваю все это делала, бегала с утра, как побежишь, в контору надо то. Ну, как бы вроде справлялась. Молодая была, я пришла, 35 лет мне было, а сейчас вот мне вот 70. Татьяна Реснова провела долгие годы в городском роддоме и приняла многие тысячи родов. Она училась на фельдшера, но твердо решила стать акушеркой, потому что после первого и второго курса проходила практику в роддоме. И вот мое первое ночное дежурство. Акушеркой была Вера Осиповна Чучкалова, а я одна в детской. Ну вот женщины, те старенькие женщины, которые родившие остались там, их выписывали, а я, уже были на приеме новых. Ну вот, Вера Осиповна там 2 или 3 родов было, не помню уже, да. Ну вот, одно дело, когда с напарником работаешь, молодая еще же была, а тут одна эти, они плачут, я всю ночь ходила, их на руках качала, чтобы они не плакали. Коллектив, несмотря на торжественность сегодняшнего дня, испытывает грусть от прощания с коллегами, с которыми они вместе прошли такой долгий профессиональный путь. Я вот как раз в 1992 году пришел главным врачом, и как раз они вот молодость, когда мы на распад Советского Союза, и как раз вот они поддерживали как нового руководителя и молодого руководителя, и вот они мне дали действительно помощь в становлении как руководителя. Чтобы жили долго. И приходите наши праздники, мы всегда рады будем. Чем заниматься на заслуженном отдыхе, ветераны пока не знают. Признаются, что никогда не было так много свободного времени. Однако сами тут же находят ответ. Дома всегда найдется работа. Однако из 55 перинатальных центров страны якутский вошел в десятку лучших. И мы знаем, кого за это благодарить. Надежда Саханская, Джулустан Иннокентьев, Якутск. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.